Всем привет, с вами Нокта. Как вы, наверное, уже знаете, в ноябре правительство Молдовы начислило компенсации за газ, свет и отопление. Всех жителей страны разделили на 5 категорий уязвимости. Для категории очень высокой уязвимости газ будет стоить 12 леев за кубометр, свет 3,3 лея за киловатт, а централизованное отопление 1450 леев за гигакалорий. Для категории высокой уязвимости 14 леев за кубометр газа, 3,7 лея за киловатт света и 1700 леев за гигакалорий. Остальным двум категориям компенсируют только газ и отопление, то есть свет компенсировать не будут. Для пятой неуязвимой категории компенсации вообще нет. Чтобы определить категорию уязвимости домохозяйств, был создан сайт компенсации Gov.md, на котором просили зарегистрироваться всех жителей страны. Нам стало интересно, регистрировались ли жители гагаузских сел, и если нет, то почему? Вы знаете о том, что с ноября правительство Молдовы начинает выплачивать компенсации за газ и отопление? Я слышала, но не знаю, у меня радио нету. У меня газа нету, так что мне не слышали. А что? А за электричество? Тоже не слышали? А что будет? Будем меньше платить, что ли? Не слышала еще такое. А то, что нужно было на сайте зарегистрироваться, тоже? Да, вроде бы знаю. Знаем, но не знаем, будут платить всем. А откуда вы знаете? По новостям слышали? По новостям слышали. Ну, сказали, что не всем. А что сказали? И сказали отдельным лицам, какие-то отдельным лицам сказали. Не знаю. Не знаете об этом? А почему? Вы не смотрите новости? У меня даже телевизора нет дома. А в примарии или соцработники не говорили об этом? Не. Разве говорили? Говорили, что мы еще ничего не верится. Я слышала, но не знаю, сколько будет там компенсация. Мы газом греемся. У меня газа нет, но у меня печка. Знаю, но не знаю, какая будет. И кому И будет ли, да, и какая, по какую категорию мы попадаем. Да. А в примарии или соцработники об этом не говорили? Мы как бы не особо не спрашивали, но Ну, никто ничего не говорит. А вы знаете, что нужно было регистрироваться на сайте? Ну да, мы зарегистрировались, мы дали данные, все. Надеемся, что нам помогут. А про регистрацию вы тоже узнали из новостей, да? Да, из новостей. И тут сами объявляли, и соцработник наш, Елена Пантелеевна, и зав. Библиотекой. Они всех, приходим на почту, люди платить, они всех оповещают. Знаете, что нужно было регистрироваться на Да, сайте? конечно. А регистрировались? Да. Да, даже регистрировалась. Вы знаете, что нужно было зарегистрироваться на сайте? регистрировались мы, да. Конечно, знаю. И сама зарегистрировалась, открыла свой личный кабинет, зарегистрировалась. Регистрирован дом на мужа, и муж пошел, отдал это. Там регистрировали. Примарию? Ну, я пошла в сельский совет, но нам сказали, что как бы я не получу, мне не будет. У меня женщина старая, лежачая, дома свекруха, я держу няню. Одна муж умер 4 месяца назад. И сказали, моя зарплата, мол, я получаю 6 тысяч, 6,5, и мне компенсации не будет ни на свет, ни на газ. Это вам так в примарии сказали? Нет, там же девочки сказали, да, что мне не будет, короче. И я даже не отправила, ничего не дала. А как вы считаете, это правильно выплачивать компенсации? Лучше бы они понизили. Компенсация, что 5 месяцев за зиму заплатят он компенсацию, и то не всем пенсионерам. А остальные, кто работает, им нет компенсации. Или есть и вам тоже. Там категории какие-то. Конечно, правильно. Должны. Потому что зарплата маленькая и не с чем платить. Конечно, правильный способ. При нынешних ценах, при нынешних пенсиях, которые ничтожные, это хоть так. Спасибо государству, что это делает. Там, думаю, есть люди с сердцем тоже. Если будет так, дай бог им здоровья. Пусть будет дешевле газ, чем эта компенсация будет. Наш президент тоже Санду. Все в долгах. А раньше как не были в долгах, ну что она не имеет там связь с Путиным, как раньше Додон ездил туда, договор составлял. А сейчас никуда не ездит. В Румынию поехала присоединиться с Румынией. Откуда ее взяли, понятия не имеем. Это не выбрал наш народ. Это выбрал, наверное, Америка. Мы это тоже не знаем. Пусть она будет. Я уже говорю,
Пусть будет, но пусть людям будет обещала, хорошо. не делает такое. Пусть она будет. Мне какая разница, кто будет. Она не будет, другая будет. Ну, пускай они раз обещали, пускай так делает. Я считаю, что президент, мы так говорим, что она тупит там и так далее, но второе, третье. Ну, не наши деньги тратит, ничего не наши. Запад дает, мы пользуемся. Хотя не надо было так, надо было так, дядя Ваня договориться и получать свой газ по 5 лет и все. Лично я отапливаюсь дровами, нет средств было устанавливать отопление, и за дрова ничего нет. Мне, значит, компенсация будет где-то, соберется, 100 лей может, и того не соберется. А те, которые газом отапливаются, им и 2, и 3 тысячи, там я посчитала уже, я бухгалтер. Те, которые дровами отапливаются, пожалуйста, дайте что-нибудь. Я зарегистрировалась. Почему тогда там эти пункты, кто отапливается газом, кто солнечной батареей, кто дровами, углем? Я отметила дровами. Зачем тогда эту информацию собирали? Раз ничего пока не даете. Может, дадут, будем надеяться. Я вообще считаю, что газ не должен быть по такой высокой цене. Да. И газ должен столько стоить, чтобы любой человек, сумели, который тут живет, мог оплатить себе хотя бы проживание. Там не надо там какой-то коттедж или там, не знаю, там дом какой-то трехэтажный отапливать, но хотя бы элементарные там 2-3 комнаты, смотря какая семья. Наше поколение привыкло все надеяться на лучшее, привыкло терпеть, привыкло это. Ну, посмотрим. Будут доплачивать хорошо, не будет. Будут. Будут, спасибо, не будет. Как оказалось, 1/3 сельчан, которых мы опросили, не регистрировалась на сайте компенсаций. Одни потому, что мало о них знали, другие потому, что не знали о них вообще. Если бы эти люди зарегистрировались, то с большой вероятностью получили бы категорию либо очень высокой, либо высокой уязвимости и платили бы за услуги намного меньше. Ведь согласно подсчетам системы компенсаций, 78% из почти 800 тысяч зарегистрировавшихся на сайте были отнесены к 2 самым высоким категориям уязвимости. Интересно отметить, что примари этих сел вообще никак не освещали информацию о государственных компенсациях на своих сайтах и страницах в соцсетях. У примарии Ферапотьевки нет ни сайта, ни страницы в Фейсбуке. У примарии Гайдар есть сайт, но там нет ничего о компенсациях. Такая же ситуация и в Жалтае. Если вы по каким-то причинам еще не регистрировались, то советую вам сделать это как можно скорее. С вами была Кирилловская Анастасия. Всем пока!